Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится внезапно, с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя и на внезапные события в вашей жизни. Давайте посмотрим, что это будет, как это будет, кто это будет. Загадывайте. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы вводят моими руками. То, что сейчас скрыто, желаем высшие силы знать. Так, внезапные события. Кого-то вы оседлаете. Чудесно. Оседлаете. Ну, давайте пойдем по порядку. У вас стрелка снизу вверх показывает на большого филина, семерка с правой стороны. Филин — это тайны, это секреты, это то, что скрыто, то, что скрывается, то, что делается за спиной. Смотрите, стрелка вверх. Вам высшие силы либо конкретно укажут, да, на какую-то тайну секретную, либо людей, которые сговорились, либо вы по случайному стечению обстоятельств, но опять же по воле высших сил, выйдете на какие-то тайные секреты, да, случайно это все обнаружите, обо всем узнаете. Информация будет просто такой разрывного характера, но при этом настолько важной, настолько своевременной, да, вот эти ответы, это правда, что поможет вам добиться большой семерки. То есть вы эту информацию, эту правду, эти знания используете себе во благо, на свое, как говорится, благополучие, вот себе, на себя тянете ситуацию. Вовремя узнаете то, что скрыто, вовремя узнаете о том, что от вас скрывают, либо кто-то сговорился, кто-то тайные действия совершает. Вовремя узнаете. Но тут никак иначе, как высшие силы подведут. Именно высшие силы стоят на страже вас и вашего будущего. И вам вовремя указывают, подсказывают, либо раскрывают какие-то тайны и секреты. Узнаете. От вас ничего не будет скрыто. Вы все узнаете. Да, будете удивляться, да, будет немножко не по себе. Но с другой стороны, это ведет вас, правда, да, информация ведет вас к вашей семерке, к вашей победе, к вашему успеху, к вашим достижениям. То есть узнаете много правды, раскроете секреты, раскроете тайны. От вас никто и ничто не скроется. Это очень классный знак. С левой стороны очень неожиданный, но судьбоносный звонок. Вы будете с кем-то говорить. Мало того, вы будете говорить, вы договоритесь с кем-то о чем-то важном, перспективном для себя. Вам кто-то будет звонить, важный человек, да, непростой. И вы сможете с этим человеком о чем-то договориться, либо что-то очень важное для себя обсудить. Звонок, после которого вам гораздо легче, проще и веселее станет. Да, звонок. Кто-то важный, и вы что-то обсуждаете, о чем-то договариваетесь. Но это хорошее событие, замечательное. Вы его не ждете, но оно настолько судьбоносное, оно настолько благополучное, что вы прям счастливо себя почувствуете. Либо счастливым. Еще слева мужчина с завязанными руками. С себя путы снимает. Да, вот руки завязаны были, а он как развязывается. Мужчина к вам вот прям душой, сердцем тянется, но кто-то его связал. Мужчина находит выход, либо приспосабливается, может быть, как-то приловчиться, с себя эти путы снять. Мужчине очень хочется к вам, мужчине очень хочется быть с вами, просто поговорить, повидать, прийти к вам, в конце концов, с вами встретиться, быть рядом с вами. Освобождается.
освобождается. Но он умненький мужчина, он молодец, он такой не сдается. У него пытливый ум и поймет, что делать, как освободить руки, потом ноги и двинуться к вам. У мужчины много эмоций в вашу сторону, он прям фонтанирует эмоциями именно к вам. А вы прям такая грустная, отвернулись, вам кажется, что этот мужчина о вас забыл, разлюбил, вами не интересуется. Девочки, да он же просто связан был. Как он не мог выйти на контакт, он не мог к вам подойти. Да? У него путы страшные, такие большие веревки, узлы, замки. Но он найдет способ, чтобы освободиться и прийти к вам. Потому что вы ему нужны, только вы. Только вы в его сердце и голове. Ни о чем другом он думать не может. Вот эти, кто его там связал, здесь, кстати, 2 человека, кто его связал, они просто в шоке будут. Они ничего не смогут с этим поделать. Они теряют его, а вы, наоборот, его обретаете. Хороший знак. Вот кто особенно там в треугольниках был, кто был в таких вот отношениях, которые кажутся невозможными, мужчина выбирается из своих пут и к вам летит, просто пулей летит. С правой стороны человек в какой-то странной шляпе, может быть даже какой-то иностранец, либо человек другой культуры, другого языка, другой культуры, но опять же иностранец. Человек к вам 3 имеет, очень сильно вами заинтересуется этот человек. Знакомство может быть как личного характера, да, вот встретитесь там где-нибудь в кафе, на улице, в магазине, так и, например, в интернете можете встретиться. Очень сильно вами этот человек заинтересуется. Это может быть личного характера интерес и также делового характера интерес. Прям в восторге от вас, в восторге. А вы немножко с недоверием такая думаете, о, что удумал иностранец, да? Но в восторге от вас. И постоянно будет вот эту 3 от вас просить. Ну, общение, да, я хочу общаться, я хочу с тобой больше времени проводить, там, лучше тебя узнать, больше о тебе узнать, о том, что ты делаешь, о том, чем ты занимаешься. Ну, такой неподдельный, настоящий, живой интерес к маме. А вы немножко так, не знаю, да, не знаю, я с незнакомыми не общаюсь. На самом деле человек хороший, ничего плохого он не думает, еще с правой стороны рисунок вышел, поэтому... Как говорится, совет да любовь, да, либо дружбы вам покрепче. Дорога, колеса. Куда-то вы решили идти своим ходом, но поедете на машине, на транспорте. Ну, допустим, встретите кого-то знакомого, кто вас подвезет. Либо, может быть, действительно поменяется ваш сценарий, и кто-то вас будет везти. Очень комфортно, очень быстро доберетесь туда, куда хотите. Очень быстро. Дорога вообще такая у вас веселая получится. Будет не только быстро, но и весело. Да? Человек может вас развлекать, может музыку хорошую послушайте, либо разговор такой интересненький у вас выйдет. Хороший момент. Легкая дорога. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, человек, который меняет гнев на милость. Кто-то с вами недавно очень зло поступил, либо очень строго, да, могли там вам высказать что-то, могли вас там наругать за что-то, могли вам даже пригрозить чем-то. И вот этот человек понимает, что был неправ. И как порядочный человек вам в этом признается. Так и скажет, вот извини, был неправ. Была неправа, погорячилась. Да, человек вот придет и шапку будет перед вами ломать. То есть будет перед вами извиняться за свое решение, за свое поведение, за свои вот эти, может быть, какие-то агрессивные либо строгие нотки в голосе. Вы просто ахнете. Почувствуете себя очень важной персоной, скажете, ну надо же, я без всякой мысли, да. А тут пришел ко мне такой важный человечек, еще извиняется. Ну, человеку надо долг отдать, да, человек действительно честный и справедливый. И если виноват, то он об этом прямо и говорит, что вот я был неправ, да, я был виноват. Хороший знак на самом деле. Таких бы людей побольше, и мир бы стал бы получше. Мост между вами и тем, чего вы очень сильно хотите. Это желание, это хотелка, это мечта. Мост
Мост только лишь устанавливается. Смотрите, ваши желания, ваша мечта точно исполнится. Есть все предпосылки к этому исполнению. Но спешить и форсировать события не стоит. Вот поверьте, спешка в данном случае это просто катастрофа. Да? Спешка равно катастрофа. Я понимаю, что вы очень хотите, но надо немножечко обождать. Здесь какие-то должны сформироваться идеальные условия для исполнения вашей мечты. Вот, поэтому наберитесь терпения, все исполнится. Вы все поймете. Вы в свое время все поймете, о чем это предсказание. Но это хорошее предсказание, вы будете очень рады. Мужчина женщину с собой закрывает от каких-то крыс. Здесь 3 крысы. Мужчина женщину закрывает. Ну, за вас кто-то может вступиться, заступиться. Либо от вас какую-то неприятную ситуацию просто вот отвести. Мужчина закрывает собой. Вас за себя заводит. С какими-то крысами будет бороться сам. Либо это случится на ваших глазах, да, ну вот при вас это все случится, либо это случится у вас за спиной. Ну, вернее, как у мужчины за спиной. Вы об этом узнаете уже спустя там какое-то время. Ну, там, пару минут, час, может быть, пару дней. Но вы об этом узнаете. Мужчина проявляет героизм, и мужчина доказывает, что он мужественный, да, что вот он не боится. Он джентльмен, он рыцарь без страха и укора. Да, он свою любимую даму сердца защищает. Ну, либо просто даму защищает. Да, это не обязательно, что он вас любит. Хорошо относится, хорошо воспитанный мужчина. То есть защищает вас от крыс. Ну, крысы это все-таки какие-то неадекватные, нездоровые, агрессивные люди. И вот мужчина вас защитит. У кого-то отыграется, что это ваш мужчина, у других отыграется, что просто знакомый мужчина, который не позволит вот такому вот абсурду происходить, да, и вас защитит. Это очень приятно. Когда бы вы об этом не узнали, это будет очень приятно. Девчонки, самооценка у вас поднимается в этот момент. Но вы понимаете, что вы женщина, женщина прекрасная. И понимаете, что есть нормальные, адекватные мужики, которые мимо не пройдут, да, вмешаются, защитят. Ну, либо ваш мужчина все-таки молодец, да, молодец, не зря вы его полюбили, он вас защищает. Причем сразу от 3 крыс. Идем выше. А здесь вы оседлали лошадку, но лошадка такая худенькая. Но это как самое начало чего-то, да? Самое начало. То есть вы начинаете чем-то заниматься. Но это лошадка. Это работа. Работа, причем лошадка будет расти. Лошадка будет набираться сил. Чем-то вы начинаете заниматься. Вы не уверены. Вам кажется, что это как поломанное колесо. Вы просто либо пробуете, либо такая необходимость, да, хоть чем-то заняться. Но поверьте, это не просто поломанное колесо, это колесо судьбы. А эта лошадка, она вырастет и превратится в мощную, огромную лошадь, которая будет вас вот сама носить, да, куда вам нужно. То, чем вы займетесь, либо начнете заниматься, это и есть ваше дело по судьбе, которое приведет вас к очень серьезным результатам, к очень высоким достижениям, карьерному росту, либо к становлению большого семейного бизнеса. Так что смелее, смелее. И не надо так относиться к своей работе, к себе не надо так относиться. Научитесь себя ценить. И дело, которым вы занимаетесь, тоже, пожалуйста, цените и относитесь посерьезней. Да. Это судьба, видите, колесо. Вот оно, вы на лошади, и вот оно колесо. Колесо судьбы. Начинает крутиться. Вы находите себя, вы находите свою нишу, вы находите свою работу, вы находите свое предназначение. Да, это лишь только начало, но поверьте, начало очень хорошее, а перспективы просто шикарные. Мужчины и женщины, здесь одинаково идет предсказание. Так, геометрическая фигура. Треугольник вниз, острием вниз смотрит, как перевернутый треугольник. Здесь точка будет поставлена в треугольнике. Треугольник рассыпется. Он уже перевернулся. Рассыпется.
Вы что-то делаете, либо какой-то поступок совершаете, и этот треугольник рассыпается, переворачивается и рассыпается. То, что вы решили, либо то, что вы надумали, это и есть правильно. Благодаря вам треугольник перестанет быть острым, перевернется и плюс рассыпется. Вообще состояние треугольника уйдет. Это идет по центру, значит, это судьбоносное событие, ваше судьбоносное действие. Как будто бы вы одна решаете сразу за троих, да, вот этих участников треугольника, вы еще двое. Ваше действие, ваше решение приведет к тому, что треугольник рассыпется. Цветы, но в бутонах, еще не распустились. Скорее всего, внимание, привлечете внимание человека, с кем у вас может сложиться прекрасная пара, либо очень страстные взаимоотношения. И также по бутонам очень часто проходят всякого рода приглашения на праздники. Если распустившийся цветок, это уже праздник. Если это бутон, это приглашение. Здесь у вас два бутона. Либо два человека к вам интерес будут проявлять, либо дважды вы получаете приглашение. А может быть и интерес, и приглашение. И так может отыграться. Но бутоном вы этим рады. Вы в предвкушении. Какой же цветочек распустится из этого бутона? С левой стороны провокация со стороны какого-то мужчины. Провокационные действия. Он хотел, либо желает на вас произвести впечатление, либо вызвать у вас какую-то реакцию. А вы будете равнодушны. Прям сами себя поймаете на мысли, что «а мне все равно». Мне все равно, что ты делаешь, мне все равно, с кем ты, как ты, что там с тобой происходит. Вообще не важно. Мужчина будет в ударе. Ведь он так надеялся, что будет эффект, и вы, например, перед ним там раскроетесь, в чем-то его простите, либо, не знаю, там побежите его там, добиваться, умолять назад вернуться. Кто-то, возможно, из бывших, либо мужчина, с кем вы сейчас расстаетесь. Провокация. Кстати, очень смешная провокация, глупая, я бы даже сказала. Но вы будете абсолютно равнодушны. Чем доведете мужчину до состояния удара, кризиса? Ну, так ему и надо. Надо было раньше думать. И что это за глупые игры? Да? Если хочешь поменяться, либо если хочешь вернуть женщину, ну так иди, стань там, не знаю, на колени, попроси прощения, что-то предложи адекватное. Зачем вот эти все провокации? Кстати, девочки, возможно, еще мужчина будет пытаться вызвать у вас ревность, да, может там с какой-то женщиной демонстративно мимо вас пройтись, либо что-то такое сказать, да, опять же, провокационного характера. Но вы будете абсолютно равнодушны, такая скажете, ну и что? Да, и дальше пойдете. Да, в ударе. Мужчина будет из-за вас в ударе. Восьмерка меняет форму. Восьмерка. Но это что-то связано с работой. У одних отыграется работы прям будет очень много, и вы будете зашиваться на работе. Вы будете не успевать, вы будете там что-то пытаться как перенести, с кем-то, может быть, договориться, чтобы вам помогли. А у других наоборот. Время, когда вы просто вот отдыхаете на работе. Да, в нестабильном состоянии восьмерка. Могут быть даже такие моменты, когда, например, завтра у вас весь день, и вы полностью заняты, вам некогда присесть, либо просто покушать некогда, в туалет некогда выйти. А, например, через день, наоборот, вы сидите и скучаете на работе. То есть восьмерка будет постоянно нестабильна. И так может отыграться. Даже если вы работаете сами на себя, будут дни, когда вы просто вот с утра и до глубокой ночи, и будут дни, когда вы просто сидите и выглядываете, где же там мои клиенты, куда они все подевались. Ну, в таком режиме немножко придется вам пожить, поработать. Справа кольцо, которое было как сломано, либо погнуто, начинает выравниваться. Здесь, скорее всего, речь идет о дружеских взаимоотношениях,
либо, опять же, семейные, может быть, да, семья, муж с женой, может быть, поссорились, может быть, там на друг друга обиделись. Кольцо начинает выравниваться. Причем не вы, но другой человек прикладывает усилия к тому, чтобы это кольцо выровнять. А вы просто как наблюдаете со стороны. Да? То есть это к вам будут приходить, это с вами будут общаться, вам что-то будут предлагать, какие-то компромиссы, либо прощения у вас просить. Да? Вот такой момент идет. Но справа вам будет это приятно, и вы понимаете, что человек действительно в вас заинтересован. Вы для этого человека и нужны, и важны. Странный разговор с очень яркими последствиями. Вы кому-то что-то говорите, и человек после этого что-то делает. Ну, допустим, вы можете кому-то что-то посоветовать, подсказать, научить. Человек это делает, у человека все получается. Этот человек будет ходить и всем рассказывать о вашей гениальности, о ваших глубоких знаниях, о ваших умениях. То есть как это, сарафанное радио, да? Буквально там за несколько часов о вас будут говорить все знакомые. Еще через несколько часов даже незнакомые люди тоже будут о вас говорить. У вас щеки будут гореть. Щеки и уши. Вы станете как героинем, либо героем. Люди будут говорить хорошее, с правой стороны идет. Ну, а щеки и уши будут гореть у вас. Да. Кому-то вы поможете, кому-то вы подскажете, кого-то вы чему-то очень толковому, нужному научите. Цветок лотоса. Духовные практики, которые вы применяете, либо какие-то обряды, ритуалы, дают свой результат. И вы это прям ощущаете. Птица летит, крест на себе несет. Но это информация о ком-то, о чьей-то судьбе. Да, человек встретил свою судьбу, либо судьба человека решилась. Тревожно влетит эта птица. Но что поделаешь, такая жизнь, такая судьба. О ком-то что-то узнаете. О ком-то. Здесь человек может на что-то решиться, что-то сделать. Либо в какую-то ситуацию попасть. Человек далеко от вас находится. Но судьба этого человека, она решится. Но все-таки птица не хищная. Да, будут переживания, но это, понимаю, по итогу все хорошо будет. Да, либо хорошим закончится. Мужчина месяц в руке несет. В вашу сторону месяцем светит. Мои хорошие, в ближайшие несколько суток вам будет сниться мужчина. Мужчина, который любит и который еще в вашей жизни ключевую роль сыграет. Не удивляйтесь этим снам. Вот здесь четко показываю, да, мужчина месяц держит. Это сон. Сон про какого-то мужчину. А у кого-то отыграется, вам приснится вещи, сон о знакомом, либо близком вам мужчине. Старайтесь эти сны запоминать. Старайтесь не забывать. Смотрите, у одних отыгрывается просто снится мужчина. Он вас любит и еще в вашей жизни ключевую роль сыграет. А у других снится будущее близкого вам мужчине. Вот что его ждет, либо что с ним будет, что с ним и с вами будет. Прям запоминайте эти сны. Сны будут яркими и четкими. В самом венце стена, которую вы рушите. Стена. Стена — это преграда. Вы ее рушите. Причем рушите вы ее вот как с последних сил. Но сил вам достаточно. Вам хватит сил, чтобы разрушить. Собой будете довольны. Перед собой вы открываете целое поле каких-то то ли возможностей, то ли перспектив. Опять же, вы все разные. Но стену вы точно рушите. Вы долгий путь прошли к этой стене. И никакие стены вас не остановят. Рушите. Вы молодец. Это судьбоносное событие, которое сыграет очень важную роль в вашей жизни и в вашей судьбе. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.